Збор подпісаў за патэнцыйных удзельнікаў выбарчай кампаніі становіцца ўсё больш актыўным. На вуліцах гарадоў з'яўляюцца пікеты, якія падтрымліваюць таго ці іншага верагоднага кандыдата. По Советской люди ходят, гуляют. Много иностранных туристов. Многие с Москвы к нам приезжают, интересуются нашими выборами. С Грузией мы вели общение. Тоже они переживают за нас, чтобы у нас прошло все хорошо. Но, к сожалению, по Советской мало кто ходит с паспортами. А для того, чтобы поставить подпись, необходимо обязательно паспорт. Волонтеры охотно отказывают на все пытания, распавядаюць о биографиях и политичных задачах максимум вылучэнцаў. Практика показывает, что жадающих поставить подпись на крысу искальников больше за все у вечерние годины и выходные дни. Первые дни люди более осторожно, сегодня более активно участвуют. Вот за это время можно убедиться, что вот сегодня это вторая сторона подписного листа, а кроме этого вот за этот срок уже несколько листов оставлены, а некоторые еще вот одна строчка свободная остается. Следующий лист вот достаточно активно подходят, поддерживают представителей, которые решили выдвигаться в парламент. Особых проблем не возникает, обстановка спокойная. По области округовой комиссии зарегистрировали 61 инициативную группу, у самим Бресте их 28. Характерно, что у регистрацию в Брестской области никому не отмовили, у адрозненні ад іншых областей краіны, адзначаюць у областной комиссии. По колькасці зарегистрированных групп гэтая выбарчая кампания мало чем адрозніваецца ад мінулай, тады и зарегистрировали 59. Наиболее популярным у нас оказался Брестский Восточный округ номер 3, там зарегистрировано 9 инициативных групп. Ну и еще 3 округа есть в Бресте и в Барановичах, где по 7 инициативных групп. Но в то же время хочу отметить, что есть 2 округа, это Беловежский и Лунинецкий, где зарегистрировано по одной инициативной группе. Поэтому меня вот эти 2 округа немножко волнуют. Я надеюсь, что за счет партийного представительства там все-таки будет обеспечена конкуренция. Для регистрации кандидата ў депутаты трэба собрать не меньше за 1000 подписаў у выбаршчыкаў по сваёй акрузе. Альтернативный шлях вылучэння праз палітычную партию ці працоўны коллектив. Требования к кандидатам в депутаты у нас в стране, с моей точки зрения, достаточно лояльные. У нас есть требования по возрасту, это не моложе 21 года. Это должен быть гражданин Республики Беларусь, не имеющий судимости, действующий. Потому что я хочу сразу отметить, что если судимость снята или погашена в установленном законодательством порядке, то такой претендент может быть зарегистрирован кандидатом в депутаты. Кандидаты ў депутаты павінны до 7 кастрычніка прадставіць неабходную колькасць подпісаў. Крысціна Пратасавіцкая, Александр Сівіцкі, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія Брест.